Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 4 сентября. Это у нас будет среда. Мы смотрим на колоде пасьян все знаки зодиака по очереди, начиная от овнов и до рыбок. Начинаем, конечно, с овнов. Овны, 4 сентября. Так, сейчас забыла камешки. Сейчас, секунду. Все, смотрим. Овны, 4 сентября, среда. События дня овны. Покажите мне, что у овнов. Сразу же у вас упадает флаг. Первое событие. Победа. Победа, выигрыш. Замок. Второе событие. Не вижу. Сейчас я еще смотрю горизонталь, вертикаль. Нет, нет, нет. Цыпленок есть. Цыпленок. Книга есть по вертикали. Ну, здесь нет. Получается 4 события для вас нашла на среду. Первое событие показывает, что вас ждет победа, успех в работе, в делах. Открытие тайн может быть в среду, посещение госучреждения, вот может быть в госучреждении, да, будет какая-то победа. И цыплята — это дети, какой-то контакт с детками, с внуками, с учениками, племянниками, может быть школа, садик, да, вот смотрите, ложится. Может быть это какой-то кружок, да, то есть творчество, где-то ребенок ходит там на танцы, в спортивную какую-то секцию, может быть казенный дом в этом плане будет проигрываться. Так что вот такие события. У вас, в принципе, очень даже хороший день, овны. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к тельцам. Тельцы, 4 сентября. Так, смотрим тельцы. Тайная встреча, первое событие. Будильник, второе событие. Встреча может быть на определенное время. Радость, солнце. События в семье, дом. Шарики. Весы. У вас прям день щедрый на события. Месяц. Подарочек. Два меча. И смотрим. Корона еще есть. Ну, прям очень много событий. Плюс сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали. Нет, горизонталь, вертикаль не вижу. Ну, у вас как бы так хватает. 3, 5, 8, 10 событий выпало. Значит, смотрите, будет тайная встреча в среду. Будет какая-то проблема со временем. Ну и понятно, столько событий, да, только и успеваю везде. Поэтому правильно планируйте день. Может быть, как там, допустим, или спешить будете, или наоборот долго ждать, то есть какие-то проблемы со временем. Радость, хорошие новости позитивные,
сложный выбор, колебания, сомнения, события, подарок, ситуация, события, которое имеет цикл, повторяется, чаще всего раз в месяц. Общение с каким-то влиятельным человеком, и рядом ложится конфликт, скандал, мечи. То есть, возможно, у вас будет ссора, скандал, ну, с каким-то очень таким серьезным, влиятельным, важным человеком. Корона. Корона всегда показывает власть. Так что вот такой вот день у вас, Тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу к Близнецам. Сейчас будем смотреть. Сначала нужно так собрать, чтобы не повторялись. Угу. Внимательно собираем. И смотрим теперь Близнецов. 4 сентября. 4 сентября, среда, события дня, Близнецы. Угу. Новость, первое событие. Весть, весточка. Солнце. Машина. Ну, тут два варианта. Тут еще змея могла получиться, видите? Или змея, или машина. Но я машину увидела. Если вы увидели змею, тогда у вас будет общение с каким-то неприятным человеком. Опять же, либо деньги, либо книга. Два варианта здесь тоже можно соединить. Я оставляю мешок, потому что я увидела первым мешок. Угу. 2 сердца. Ну, здесь нет. Получается, у вас в этот день ждут какие-то новости, информация. Скорее всего, в электронном виде будут новости. Хорошее настроение, радость, поездка, любовь и деньги. Ну, прям и любовь, и деньги, и новости, и настроение, еще и поездка. Прям замечательный день. Близнецы, плохого вообще ничего не выпало. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, смотрим. Раки. 4 сентября. Сентября, раки. Угу, сразу же цепь. Первое событие, цепь. Замочек. Прям подряд якорь. Змея. Сундук нельзя. Подкова еще есть. Месяц есть. Сердце. Свидание, тайная встреча. Угу. Сердце нельзя соединить. Здесь нет, нет, нет.
Нет, нет, нет. Значит, рассказываю. У вас выпал нерешенный вопрос. В этот день какой-то вопрос не решится в среду. И ножницы далеко. То есть пока еще решение будет не скоро. Дальше. Тайна. Откроется какая-то тайная информация. Якорь. Скорее всего, что первую половину дня вы где-то проведете в одном месте несколько часов. Якорь — это обычно заякориться. Дальше общение с человеком, который может быть не очень хорошо к вам настроен. Змея — это, ну, кто-то, не знаю, такой, знаете, с острым язычком. Может там вам делать какие-то замечания, подкалывать, так что будьте готовы. Удача, везение, общение с друзьями, какая-то тайная встреча, может быть, с другом, подружкой. И события, которые имеют цикличность, постоянно повторяются месяц. Ну, вот так, может быть, вы раз в месяц встречаетесь с человеком, у которого длинный острый язык. Но видите, показывает, вопрос решен не будет. Якорь, да, то есть как будто ситуация заякоряется, держится. Ну вот, к сожалению, вот так. Смотрим дальше. Дальше будет у нас Левушка. Львы, 4 сентября. Львы. Угу. Друг, первое событие, львы, у вас на среду. Дерево, второе событие. Яблоко. Могут вместе проиграться, рядом выпали. Мешок с деньгами. Цыпленок. Сундук. Цепь. Так. Сейчас смотрим. Угу. Мечи еще есть по горизонтали. Нет. И есть еще весы по вертикали. Значит, теперь рассказываю, что я здесь вам нашла, львы. Общение с друзьями может быть в среду, приглашение, вас куда-то могут пригласить, слезы, но опять же слезы могут быть и радости, да, то есть с друзьями либо будете там смеяться до слез, либо может быть какая-то будет не очень приятная история. Деньги и прибыль вам выпали, видите, 2 события, связанных с финансами. Прибыль — это всегда поступление, а мешок с деньгами, здесь могут быть и поступления, и расходы, поэтому не знаю, то ли 2 источника дохода, то ли доходы и расходы. Общение с семьей, с детьми, нерешенный вопрос может быть в этот день. А ну, где ножницы? По периметру выпали. Ну, можно сказать, что скоро решится, но не в среду. Скандал, ссора и колебания, сомнения. То есть да, нет, буду, не буду, делать, не буду. Да, может быть, там получится, не получится. Вот будут какие-то сомнения еще в этот день. Вот такая информация. То есть, с одной стороны, хорошо прибыль, хорошо общение с друзьями, да, то есть, а минус скандал. Скандал, слезы выпали, минус. Ну и нерешенный вопрос, конечно, это тоже минус. Благодарю за внимание, львы, и я перехожу дальше к девам. Четвертое сентября. Четвертое сентября, Дева, смотрим. Угу. Сразу же дерево выпадает.
Угу. Кораблик. Новости. Будильник. Цыпленок, книга. Угу. Бабочка. Здесь вроде бы не вижу. Смотрим, значит, горизонталь, вертикаль. Корону нельзя соединить. Здесь не вижу. Получается, приглашение у вас будет в среду. Ожидание. Долго, нудно, еще и будильник выпал. Скорее всего, долго будете ждать. Какая-то проблема, несостыковка во времени. Новости, получение информации, новостей. Деловой разговор, посещение госучреждения и какой-то контакт, связанный с детками. Дети, внуки, ученики, племянники, крестники, ну, то есть любые дети там до 20 лет, с ним какой-то контакт. Возможно, видите, рядом казенный дом, это может быть школа, садик, институт, университет и так далее. Разговор, да, может быть, там родительское собрание. Так что вот так. Такие истории для вас. Ну, в принципе, ничего такого страшного не выпало. Единственное, вот будильник, да, то есть правильно как-то распределяйте время в этот день, рассчитывайте, давайте запасы себе. Или будьте готовы к тому, что, допустим, какое-то время будет смещаться, передвигаться, и вам придется долго ждать. Благодарю за внимание. Перехожу к весам. 4 сентября. Весы. Среда. События дня. Колокольчик. Первое, что я у вас увидела. Колокольчик. Дерево нельзя. Кровать. Роза. Тут прям личная жизнь. Свидание, кровать. Месяц. Угу. Еще и верность тоже рядом с кроватью. Тут комплектом к розе и кровати. Змею нельзя. Угу. Чашечка чая. Свиток. Солнце нельзя соединить. Здесь нет. Получается, у вас будут пустые разговоры с кем-то в среду. Верность, гармоничные отношения в паре. Тут верность, приятная встреча, свидание и кровать. Да, то есть, может, там интимная связь, разговоры об этом. То есть, все, что связано вот с личной жизнью. Здесь она прям играет буйными красками у вас. Дальше. Деловая встреча может быть. И Луна может показывать цикличность. То есть, допустим, это происходит там каждый месяц. И гости. То есть у вас тут деловая встреча, гости, разговоры и плюс личная жизнь. Так что очень даже себе замечательный день. Ничего плохого не выпало, весы. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. Сейчас будем выяснять, что у скорпионов. Так. 4 сентября, среда, события дня.
4 сентября. Скорпиончики, смотрим. Подарок выпадает. Презент, подарок, какой-то бонус, ключ. Маска, обман. Чашка чая. Бокал. Верность. Лебедь. Шарики. Слезы, яблоко. Ну, все было бы хорошо, если бы не вот эти два события. Маска, да, то есть и яблоко. Получается, из плюсов гости, подарок, застолье. Возможно, это будет одно событие. Гости, подарок, застолье. Ключик. Все в ваших руках в этот день. Перед вами могут открываться какие-то новые двери. А еще ключ может показывать, допустим, ключевой день. Какое-то событие. Да, то есть праздник в этот день. Ключевой важный день. Гармоничные отношения в паре. Позитивные хорошие новости. Как бы плюс и минус получается. Может быть обман, маска. Кто-то вас может обманывать. Либо, тут знаете, как может проиграться, люди одевают на себя маски. Ну, допустим, там вас поздравляют, говорят какие-то приятные слова, а карта показывает, ну, это обман, это лицемерие. Да, то есть, поэтому тут может быть не прям обман, а просто вот ведут себя по отношению к вам лицемерно. И слезы, опять же, перед этим выпадала карта хороших новостей. То есть это могут быть слезы радости. А может, конечно, это событие относиться к этой маске, да, то есть будут маски сорваны, и вы там, допустим, разочаруетесь в каких-то людях. Поэтому тут я уже не могу сказать, что это будут за слезы, но будем надеяться, что радости, слезы от хороших новостей. Вот такой вот день. Благодарю за внимание, перехожу к стрельцам. Стрельцы. 4 сентября. Среда. События дня. Стрельцы. Покажите мне, что у стрельцов. Хорошие новости. Первое событие. Шарики. Деловая встреча. Возможно, на встрече узнаете какие-то новости хорошие. Деньги. Дорога. Машина. Весы нельзя. Цыпленок. Расческу нельзя. Подсвечник. Замочек. Здесь не вижу. Получается, в этот день у вас хорошие новости, деловая встреча, события, связанные с деньгами, общение с детьми, с семьей, поездка, надежда будет в этот день, у вас на что-то будет надеяться, и, возможно, откроется какая-то информация, которая была скрыта, тайна. Тайна вылезет наружу. В принципе, смотрите, замечательный день.
Все события тоже у вас выпали хорошие. Вообще день очень даже неплохой. Всякая гадость не повыпадала там. Рыбы, змеи в основном. Да, ну, если брать основную, да, вот массу знаков, то все пройдет более-менее хорошо. 4 сентября. Козерожки. Смотрим теперь вас. Козероги. 4 сентября. Среда. События дня. Поехали, смотрим. Конверт. Выпадает первое событие вам. Угу. Ну, вот, к сожалению, вам выпала, видите, неприятность. Только стрельцам говорила, что какой хороший день, никому не выпадает ни неприятности, ни рыба, ни... И вот, пожалуйста, вам выпало. Бабочка. Будильник нельзя. Угу. Еще и колодец вам выпал. Любовь, 2 сердца. Победа. Ну, у вас, видите, такой день и хорошее, и плохое. И позитив, и негатив есть. Угу. Здесь не вижу. Смотрите, значит, из минуса. Давайте с минуса. Неприятность может быть какая-то и очень сильное разочарование. Колодец — это глубокие, сильные переживания. Поэтому, к сожалению, какая-то неприятность. Из хорошего — любовь, все хорошо в личной жизни, победа в работе, в делах, деловой разговор и получение в этот день. Что-то будете получать. Информацию, какой-то документ, посылку, может быть. Но тут похоже, что в разговоре получать что-то будете. То есть будет разговор и будет получение. Так что, вот, с одной стороны, видите, хорошо, с другой стороны, какая-то неприятность есть. Так, сейчас, секунду, мне надо... Ага, все. Включила заряд. Смотрим дальше. Дальше у нас будут водолеи. Водолеи. 4 сентября. 4 сентября. Среда. События дня — водолеи. События дня — водолеи. Смотрим. Ну, вас что-то как-то... О, напросилась. Только хотела сказать, вас что-то не радуют событиями, на тебе неприятность. Угу, еще и обман. Ну, возможно, в вашем случае других событий нет, пытаются, да, то есть как бы фокус внимания ваш перевести вот именно на эту проблему, чтобы ее избежали. Также друзья или еще второй вариант — подсвечник можно было здесь соединить. Угу. Кровать. Корабль нельзя соединить. Нет, нет. И здесь тоже я не вижу. Значит, смотрим. 4 события всего. Из них 2 хороших, 2 плохих. Хорошие — общение с друзьями, там встреча, переписка, может быть, какой-то контакт с друзьями, подружками. Также кровать, это может быть там интимная связь, разговоры об этом, просто какие-то хорошие отношения, теплые с любимым человеком. Но и 2 предупреждения. Это неприятность вас ждет в среду и обман. Может быть, это и есть неприятность, да, то, что вас могут обмануть. Поэтому будьте осторожны. Обман. Избегайте обмана. Маска.
Люди одевают на себя маски, прикидываются хорошими, порядочными, друзьями и так далее. И обманывают вас, доставляют вам таким образом неприятности. Так что будьте начеку. Не забывайте, плюс-минус 1 день. Да, то есть все-таки может иногда событие сдвинуться на 1 день вперед или на 1 день назад. Поэтому я бы вам советовала быть осторожными с 3 по 5 включительно. 3, 4, 5. Вот если маска выпадает, то лучше 3 дня прям быть, знаете, как начеку. Всем не доверять, всех подозревать, всех проверять. Так что вот так. Может быть, удастся вам этого обмана как-то избежать. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Остались у нас рыбки. 4 сентября. Рыбки, среда меня интересует. Покажите. Среда, 4 сентября. Рыбы. Так, смотрим. Кровать. Первое событие. Ну, возможно, первым событием это не интимная связь, а просто нежелание вставать в среду утром. Да? То есть хочется лишний часочек еще поспать. Удача. Подкова. Угу. Сундук. Прекрасное событие. Замок. Замочек. Угу. Есть еще лебедь. Так, ну и, конечно, смотрим горизонтали, вертикали. Метлу нельзя. Венок тоже нельзя соединить. Вот яблоко, к сожалению, можно. Так, здесь чемодан тоже можно. И здесь нельзя. Я здесь не вижу совпадений. Получается, у вас в среду вас ждет удача, везение, финансовые поступления, прибыль, интимная связь. Но тут опять же, да, то есть кровати там можно и там лишний час поспать, это и разговоры там, и о интиме. То есть это не обязательно прям вот сама связь. Но вам еще, видите, выпала и верность, гармоничные отношения в паре. Поэтому как бы в отношениях должно в этот день все быть очень даже неплохо. Дальше открытие секретов, тайн может быть. И минус выпали слезы и временная разлука, расставание с кем-то. Вот такие события. Так что, рыбки, ничего тут страшного я не вижу. Ну, за исключением, конечно, слезы. Слезы и временная разлука. Но, опять же, чемодан показывает, вы через какое-то время снова встретитесь и снова будете вместе. Поэтому нет смысла лить слезы. Скоро будет встреча. Благодарю за внимание. Жду вас на своих новых видео.